Башкортостане объявили о старте ежегодной традиционной акции «Елки в щепки». Любой желающий может принять в ней участие. Узнаем подробности прямо сейчас в программе интервью. Сегодня наш гость, председатель общественной организации «Зеленая Башкирия» Максим Некрасов. Максим Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. «Елки в щепки». В чем суть этой акции, которая проходит уже 4-й год подряд, и каковы результаты вы можете назвать вот за это время? Основная суть, основная цель этой акции это в том, чтобы как раз вот закончились все новогодние праздники, и я уже вижу по дворам, что люди начинают выкидывать ели на контейнерные площадки. Соответственно, наша задача уменьшить количество этих деревьев, которые попадут на полигон и которые будут там годами лежать и, скажем так, перегнивать. Соответственно, задача собрать их и пустить в переработку. Каким образом это делается? Самых, скажем так, первых дней к этой акции нашим соорганизатором в этой акции стал завод «Кроношпан», и они выделяют нам свои контейнеры, логистику обеспечивают. Да? Мы собираем елки и отправляем к ним в переработку. А эти елки уже они используют при производстве ОСБ плит. Угу. Ну, на сайте администрации города Уфы есть объявление, где говорится, что 15, 16, 22 и 23 января будут объявлены сборы вот этих елок, которые затем уже пойдут в переработку. Где находятся эти площадки приема, да, как о них узнать жителям? Ну, как узнать? То есть, соответственно, это сайт города Уфы, это наши социальные сети «Зеленая Башкирия», сайт Министерства экологии. Те, кто являются активным пользователем социальных сетей, многие блогеры поддержали нашу акцию и сейчас в сторис у себя выкладывают адреса, то есть адреса легко найти. Мы позаботились, сделали в каждом районе по 2 точки, за исключением Кировского. В Кировском 3 получилось, потому что у нас торговый центр «Мега» изъявил стать спонсором и у себя организовать. То есть это, скажем так, тоже они соорганизатором стали одной точки. Вот. Это как раз вот сделано для удобства тех жителей, которые живут в Чесноковке, в Зубово, чтобы им не ехать в город, не везти елку, как раз можно достаточно близко привезти на площадку в Мегу. Какая основная цель у этой акции, да, какой эффект вы ожидаете? Основная цель, как я уже сказал, это все-таки уменьшить количество елок, которые попадают на свалки, и чтобы как можно больше елок было переработано. То есть мы из года в год стараемся увеличивать, но вот в прошлом году, скажем так, мы считаем, что пандемия повлияла на то, что мы собрали меньше, чем обычно, меньше, чем планировали. А в среднем сколько вы собираете? Ну, вообще, в среднем показатель, скажем так, 2020 года, то есть последний год до пандемии, когда мы успели провести, мы собрали почти 3000 елей. Это только по Уфе. Вот. А в прошлом году мы собрали 1500. Но в прошлом году мы акцию проводили не 4 дня, а 2. То есть в связи с пандемией нам ограничили количество дней. Но в этом году мы успеваем и также делаем 4 дня. Вот, допустим, а если взять соседний наш поселок Иглино, так у них контейнеры уже завтрашнего дня будут стоять. То есть у них вообще 5 дней это пройдет. Расскажите, пожалуйста, вот по вашим наблюдениям, все-таки чаще всего жители республики используют искусственные ели или все-таки живые? Но вот здесь вот невозможно определить, искусственные ели или же никто не выкидывает, и посчитать, что больше выкидывают, искусственные или живые, но я вообще вот сам как руководитель экологической организации, да, я сторонник все-таки живых елей, чем искусственных. Почему? Потому что искусственная ель, это нужно понимать, чтобы, потому что она не пойдет в переработку, ее нельзя переработать, потому что это композитный материал, это металл и пластик все вместе, соответственно она не перерабатываема. Вот. А те живые ели, которые используются у нас, и которые заготавливаются нашими лесхозами, да, мы, по крайней мере, знаем, что эти ели не были вырублены там браконьерским способом, да, то есть они вырубаются в тех местах, где под теми самыми же линиями электропередач, то есть там, где не должно быть этих, и лесхозы это активно реализуют. Какие еще проекты сейчас реализуют общественная организация «Зеленая Башкирия»? Ну вот сейчас мы начали полноценно и системно подходим к развитию экологического волонтерства в республике. То есть
направление у нас в России есть такое экологическое волонтерство, но впервые у нас в республике появился полноценный координатор, кто это направление курирует, развивает. И причем это проходит прямо при поддержке двух министерств, это Министерство экологии и Министерство лесного хозяйства, потому что также у нас лесное волонтерство, оно рядом с экологическим идет. Какие задачи ставите и какие актуальные проблемы нужно решать вот сейчас по экологическому волонтерству? Сейчас мы ставим задачи, чтобы как можно больше людей привлечь в это направление, чтобы это все систематизировать и привести, скажем так, из хаоса в какой-то порядок, чтобы сделать. И вот уже мы, скажем так, внедряем какие-то новшества, подключаемся, скажем так, к различным федеральным программам по развитию волонтерства и планируем ввести систему поощрения для экологических волонтеров, когда они свои накопленные часы на экоакциях смогут обменять на какие-то бонусы, подарки. Причем бонус это не просто там какой-то сертификат на покупку пиццы, да, а на федеральном уровне даже готовы давать путешествия по России волонтерам. Экология Башкортостана что получит от деятельности экологических волонтеров и какой эффект вы можете прогнозировать сейчас на самом старте? Самое главное, что мы хотим увеличить качество труда волонтеров, то есть чтобы то направление, куда они вкладываются, да, своей энергией, своими силами, да, чтобы это с каждым разом повышалось качество. Так же, как и мы вот в прошлом году, если раньше мы только сажали деревья, то в прошлом году мы впервые попробовали сделать агроуход, потому что мало посадить дерево, надо его еще и вырастить. Вот, молодые деревья, они как раз гибнут в первые 2-3 года после того, как были высажены. Потому что тут и жара, может быть, и основное это то, что сорняки глушат. Ну, то есть так же, как и в огороде, мы пропалываем, соответственно, и также деревья нужно пропалывать. Угу. Ну, с этой точки зрения, как вы оцениваете экологическое самосознание жителей? Все-таки мы же знаем, что чисто там, где не ссорят, да, что экология чище там, где к ней бережнее относятся. Я считаю, что у нас жители достаточно экологически развитые, образованные. Как вы это оцениваете? Я оцениваю это потому, что с каждым годом, потому что все большее количество людей интересуется, допустим, раздельным сбором отходов. Да? Угу. То есть это везде популяризируют, и люди даже сами задают вопрос, а почему у нас там, допустим, во дворе контейнера нету для раздельного сбора. То есть многие за это переживают. И вот эти показатели увеличиваются. Каждый раз все больше желающих с нами сажать деревья. То есть мы даже вот в этом плане тоже как бы новшество в этом году мы начали для тех, кто хочет посадить, они раньше добирались на своем личном транспорте. С прошлого года мы начали предоставлять транспорт. Тоже хороший подход. Да. Как вы оцениваете интеграцию школьников в экологическое сообщество и могут ли школьники как-то своими усилиями повлиять на всю ситуацию? Безусловно, школьники могут повлиять, и ведь школьники это, скажем так, это дети, это наше будущее, это то, что сейчас начинаем мы, продолжать им. И, соответственно, нужно, чтобы они уже на начальных этапах подключались к этим проектам, развивали их. И я вижу уже на примере, скажем так, других регионов, когда школьники вовлекаются в экологию там, на уровне 9-10 класса, и потом уже, переходя в университеты, продолжают эти направления. Угу. Какие еще проекты можете назвать у «Зеленой Башкирии», которые будете реализовывать в этом году? Ну вот мы сейчас из такого новшества планируем летом провести выездной лесной лагерь для волонтеров. То есть это мы планируем такое мероприятие, где мы бы могли обучить волонтеров, как обращаться с лесом. То есть как правильно агроуходы делать, как правильно деревья сажать. То есть с помощью волонтеров мы бы смогли очистить какой-то лес, потому что в лесу не только мусор, но и за много лет ветки упали, деревья упали. Их тоже нужно из леса вытаскивать, чтобы это не мешалось и не мешало расти другим деревьям. Ну и, соответственно, тем самым в лесном лагере мы повысим качество знаний волонтеров, потому что мы планируем, что полдня теория, полдня практика будет, и вечером что-то, скажем так, какое-то свободное время.
Ну и тем более актуально после прошлогодних лесных пожаров, которые были очень сильные в Да, нашей республике. даже вот сейчас для волонтеров, кстати, в ближайшие дни стартует обучение по линии волонтерства, по линии лесхоза и по линии комитета по чрезвычайным ситуациям, то есть как тушить пожары. То есть любой желающий может присоединиться? Да, можно присоединиться, то есть об этом можно в социальных сетях найти информацию, когда и как это обучение стартует. Спасибо большое, Максим Александрович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был председатель общественной организации «Зеленая Башкирия» Максим Некрасов. И мы говорили о том, что началась в республике акция «Елки в щепки». 15, 16, 22 и 23 января любой желающий может принять в ней участие. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.